Кантышево Координационный совет общественников встретился с жителями села для разъяснений деталей о соглашении об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой. Собравшиеся отметили важность этого события и попросили в свою очередь высказать местных жителей свое мнение по этому вопросу. Мы все ваши доводы обоснованные, все ваши выводы обоснованные, мы все это сообщим власти и в какой-то мере можем даже потребовать исполнения ваших пожеланий. Мы решили смотреть на эту проблему с некой другой стороны. Не со стороны тех, кто сегодня упорно стремится во что бы то ни стало решить свои вопросы, стоя на митинге. Мы противники митингов, вообще всяких митингов, даже патриотических митингов, потому что на митингах ничего хорошего не бывает. Мы сторонники решения любых проблем законным правовым путем. Вы знаете, по этому соглашению состоялось подписание, был принят закон парламентом республики, Народным собранием. Закон этот вступил в силу, обратного хода нет, разве только если не будет решения судебного решения. И вот единственный путь преодоления или достижения отмены этого соглашения – это только судебное решение. Другого пути нет, в мире другого пути нет. Поэтому нужно, конечно, действовать в рамках вот этого самого правового поля Ингушетии, правового поля России. Другого выхода тут нет. Насколько это будет удовлетворено или удовлетворено, мне сказать трудно, потому что это должно состояться решение суда. Я не знаю, какое решение примет суд. Вот что касается территории равноценного обмена Ахжи-Цежержи, лично я ходила туда после того, как было принято это соглашение. Ходила я пешком, прошла все вот эти вот районы от Акиюрта до Серноводска, чтобы посмотреть, кому что пришло, как это вообще выглядит. Там где как-то ориентироваться где. И потому, как я посмотрела, я изучала, но есть вопросы, которые касаются периода колхозного строительства, советского строительства. Даже Сузань Гелчхана колхозерлях даже Согалашкяхар колхозерлях отшелки улыр. В школе сентября хард яхид берд гвирж халадги квартал гули дугурту отшелки. То есть из экономических каких-то соображений, рациональности землепользования, эти вот земли передавались из одного колхоза в другой, и землепользование было настолько запутано в те годы, в советские годы, что какие-то колхозы с территории вот нынешней Чечни, они пользовались землями на нашей территории, наши пользовались землями на их территории. И я сегодня по карте точно определить, сказать, вот какому колхозу принадлежал какой участок земли, точно не смогла для себя определить. Но потому, как они сегодня прошли и как было это межевание в 1993 году, честно говоря, вот земли, которые отошли к нам, они отошли не потому, что нам нужно было что-то передать, а им что-то вернуть взамен, а потому что наша граница, она вот через полосно вот шли несколько кусков, которые вот делили правую. Если ехать из Ингушетии в сторону Горогорска, это получается левая сторона. Вот по левой стороне одна полоса вот заканчивается Акиюрт, дальше идет участок 1280 гектаров, идет чеченских пашин. Затем идет лесополоса, она наша, ингушская, это ровно 1250 метров листоязыш. И через эту лесополосу дальше идет опять чеченские пашни идут, с одной стороны наши. То есть, въезжая в Ингушетию, мы не въезжали в Ингушетию, потому что через 1250 метров мы опять оказывались на территории Чечни. Вот эта вот полоса, чтобы вот разровнять эту нашу границу, и чтобы она шла и слева, и справа ингушская земля, чтобы была, они с одной стороны оставили эту левую часть оставили за Ингушетией, а с правой стороны вот эту полосу взамен вернули 1200. Если с нашей стороны, значит, получается, если мы получили 1890 прилегающие к Акиюрту, это одна сплошная полоса, это одно поле, через которое проходит Алханчурский канал, протекает Алханчурский канал. А с другой стороны 1290
недостающие 600 га к этому обмену чеченской стороне отдали на территории, прилегающей к селу Нагорное в Грозненском районе. Это вот такой узкий, такой длинный клин, который идет по холмистой местности. Вот эту часть, 600 гектаров в Грозненском районе, они их отдали. Честно говоря, вот к селу Нагорному, ну, метров, наверное, 100 мхугяцер, юртаевой граница, 100 метров траншеевой границ. Це граница и царь Нагорная, 100 метров яц. Прям юрт аж важно, ценя отцани сантиметры юртаевой траншеевой границ. Штер с аяхкой уже границ. Но дальше уже некуда, конечно же. Поэтому разровнять же с горной лесистой местности, категория, я убедиться, я что арчак и саяж депутат вы. Те депутаты совещания ахин ялыр, бейхайцар категории ялыр, бейдадан наш ахждо ляхтажден ялыр, цус андер, цус яхаешь социгич. На самом деле оказалось все наоборот. Венцант аян 600 гектаров, трактор дата яхка ахишул жлях дац. Царвин хадана 95%, шар яха, культиватор яхка, даже засеять азимами, даже жлях дажды 5% там наверху идет граница между Горогорском, Холмбес, Арашаем, да их да адош, алханчурский канал дож. Сикался гели сун халцах это яха хажай соци каналчи, занимаясь проблемами вот этих границ, тем более я этим занималась не в этот год. В 2009 году, когда стала эта проблема, и нам сказали, что Чечня стала предъявлять эти претензии, правительство с поручением на архив Балхерса в Москву, в РГБА, чтобы вот посмотреть, как менялись эти границы исторически. А на самом деле очень много карт районирования, администрирования, которые вот сложились на этой территории с самого начала появления здесь русской администрации. И я вам вот хочу сказать, что с умом надо подойти к тому вопросу, что границ, а я ещебен, а что там согласен, схаяхш согласен. От Ахарм Йоха из 22 тысячи, да, я не из Юхаялис, даже из доказательств основания Яцвей Анзор, Ханяц Алши, до 2009 года, с 1866 царь карта штикас. Шкартш ашабда хёкды, азыш рисовать я дать, сканировать я архивные приложения, справку, официально ходин, карта жда as ходин. Це карты, что практически вот на всех картах, если взять 1860 года, 78 года, 1900 года, 1925, 30, 28 года, масса карт, царь территории глахтес, ас придумать теодатес. Правда, поговорить с жителями села конструктивно так и не удалось. Представители оргкомитета митингующих помешали этой работе, обращаясь к собравшимся с призывами не ходить на подобные мероприятия и игнорировать представителей власти.